Инта присоединилась к всероссийскому субботнику. За дело здесь взялись основательно. На уборку вышли не только представители местной власти, волонтеры, но и рядовые горожане. А сам субботник стал поводом еще раз напомнить горожанам о голосовании за проекты комфортной городской среды. Любовь Лапина расскажет подробнее. Депутатский корпус территорию для уборки определил для себя заранее. Это сквер у водонапорной башни, главной достопримечательности Инты и исторического символа города. Горожане давно полюбили уютный скверик с расписными скамейками и золотым сердцем. Его часто посещают гости города и туристы. Здесь же находится музей политических репрессий, а совсем рядом остров, где также любят отдыхать интинцы. К местным народным избранникам присоединился и депутат Госсовета Коми, известный эколог Александр Попов. Он родился и вырос в Инте. Я всегда принимал участие в субботниках. И сегодня для меня было очевидным, что сделать это нужно в родном городе, со своими друзьями, со своими коллегами, со своими избирателями. А привычка наводить порядок после зимы, она еще со школы. В компанию депутатам учащиеся и коллектив 5-й школы, волонтерский отряд «Горячие сердца». Присоединились и волонтеры федерального проекта формирования комфортной городской среды. Они напоминают, голосование за объекты уже стартовало, время делать свой выбор. Перейти по QR-коду, и он выдаст сайт, на который можно зайти и проголосовать. Также можно зайти на сайт загородсреда.ру, также можно проголосовать, также можно через госуслуги, через соцсети, через сайт администрации, а также можно проголосовать через волонтера. Это актуально для наших пожилых граждан. И пока одни, вооружившись граблями, сгребают в огромной куче прошлогоднюю листву, сухую траву и мусор, другие сообща набивают мешки, готовя их к выезду. В перерывах волонтеры делятся информацией о предстоящем голосовании. Выбранные территории благоустроят в 2022 году. У нас будет онлайн-голосование, у нас 15 точек в Инте будет, и обязательно нужен ваш голос. Это будет благоустройство в 2022 году. Проголосовать можно по QR-коду, либо у нас будут стойки волонтеров. В числе первых к общероссийскому субботнику присоединились и управляющие компании. Несмотря на то, что обслуживающие организации практически ежедневно проводят уборку придомовых территорий, работы после зимы хватает. Особое внимание уделяют очистке тех дворов, которые в этом году будут заасфальтированы в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Наш двор по Мира 35 в этом году будет участвовать в программе капитального ремонта дворовой территории. И очень хочется привести, конечно же, все наши дворы в порядок, но 35-й дом – долгожданный двор, который будет ремонтироваться в этом году. Он на самом деле в плохом состоянии. Я думаю, что все жители этого дома будут довольны. Управляющая компания «Интинска» на субботник выводит практически весь штат сотрудников. От дворников и уборщиц до маляров, плотников и сантехников. Участие в субботниках – добрая традиция, которая сближает горожан и приобщает их к заботе об окружающем пространстве. Грязной работы никто не чурается. Все дружно понимают, это важное дело на общее благо. Вышли мы всем коллективом нашим дружным, это даже бесспорно, все друг друга поддерживаем. А вышли, я считаю, что это наша обязанность привести город в порядок. И, конечно, желательно в первую очередь не мусорить в нем, чтобы не приводить. Но это весна, понятно, вытаивает снег, появляется грязь. Сейчас приведем в порядок и будем стараться уже блюсти чистоту. Самый многолюдный субботник собирает центральная часть Инты, площадь Ленина и улица Горького. Все сотрудники администрации округа не поленились в свой выходной день проснуться пораньше и провести его с коллегами, правда, в ином формате, с метлами и лопатами на свежем воздухе. Для нас это начало вообще всей летней кампании по уборке. Субботники только начались, будут регулярно проводиться. Как всегда, администрация, как и все организации, независимо у нас и школы, и сады, и ресурсоснабжающие организации, и управляющие компании, все дружно откликнулись. Где-то кто-то на своих территориях, кто-то на общественных территориях. Охватили большой, в принципе, объем сегодня. Старт субботникам дан, впереди череда общегородских уборок. Они будут проводиться еженедельно. После того, как весь город засияет чистотой, начнутся работы по благоустройству дворов и скверов. Любовь Лапина, Ольга Доценко, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.